Агатагов обещал, что перестроится, и перестроился. Ну вот он и перестроился. Сейчас пошел переодеваться в итоге после этой перестройки. Смольников по правому флангу до мяча добирается, бежит в сторону лицевой, прострел. Вот это срезка неприятный, удар через себя от Сычева. Пьянченко. Футболисты Горняка прибыли на матч задолго до стартового свистка и прошли на стадион, не попав под объективы и вспышки камер. Железнодорожники приехали на Учелинский стадион примерно за 1,5 часа до начала игры. Тренерский штаб и игроки выходили из автобуса не спеша. Кто-то слушал музыку, а кто-то просто улыбался, проходя в раздевалку. Только опытнейший и несгибаемый Юрий Семин, явно предчувствуя неладное, заходил на стадион с хладнокровным лицом. На предматчевую разминку Юрий Павлович не вышел, отправив руководить тренировкой своих ассистентов. А вот наставник учелинцев Анатолий Коробочка с непоколебимой на лице мимикой контролировал ход предматчевой разминки. Зрители радостно кричат, тренеры нервничают, а игроки подбадривают друг друга. И вот, наконец, стартовый свисток. Небольшой дождик и сильный ветер настроение никому не испортили, а футболисты даже наоборот были рады такой прохладной погоде. «Локомотив» немного удивил своей расстановкой. В помощь Дмитрию Сычеву в нападении был отряжен Хаминуд Роман, более привычный к роли крайнего хавбека. Фланги же были отданы на откуп двум представителям Северной Осетии – Магомеду Аздоеву и Алану Агатагову. Хозяева начали матч на эмоциях, и уже на 9-й минуте встречи нападающий учелинцев Константин Павлов после навеса с левого фланга едва не открыл счет ударом с линии вратарской. Ближе к экватору первого тайма горняки очень опасно разыграли штрафной. Токарев бил поворотом, но мяч до ворот Гильерми не дошел, оказавшись в ногах у того же Павлова. Нападающий учелинцев такого поворота не ожидал и с ударом замешкался. Вскоре хозяева едва не наказали «Локомотив» за ошибку Томислава Дуймовича. Полузащитник хорватской сборной потерял мяч прямо у штрафной, и лишь подкат черногорца Марко Баши остановил опасный выход учелинцев. На 38-й минуте короткая стенка железнодорожников в стиле «Спартака» 90-х годов на входе в штрафную вывела на огневой рубеж Алана Агатагова, но защитник учелинцев в последний момент помешал хавбеку «Локомотива». В концовке первой 45-минутки Дмитрий Сычев чуть было не вышел 1 на 1, но нападающего сборной России опередил голкипер Горняка. Последние минуты дебютного тайма прошли с преимуществом хозяев, но счет так и не изменился. Интересный матч, они не уступают команде премьер-лиги, даже сказал бы. Очень хороший матч, напряженный. Второй тайм будет тяжело. Сейчас будем вносить коррективы и постараемся увести победу отсюда. В перерыве наставник железнодорожников Юрий Семин решился на 2 перестановки. Катагова на фланге заменил Денис Глушаков, а на место Хаминуд Романа вышел другой Драман – Траоре. Надо сказать, что с заменами Юрий Павлович по большому счету угадал. Глушаков обеспечил «Локомотиву» большую плотность и агрессивность в средней линии, а Траоре добавил москвичам мощи впереди. Во всяком случае, Малит сумел навязать защитникам учелинцев борьбу в воздухе и выиграл практически все дуэли за верховые мячи. На 57-й минуте встречи свежий Глушаков освободился от опеки Максима Токарева и неплохо ударил метров с 25. Но Виталий Пьянченко был на высоте. Практически сразу же железнодорожники создали еще один опасный момент. Сычев сместился на фланг и навесил штрафную. Вагнер скинул мяч на Траоре, и Малит с красивым ударом завершил комбинацию. Но защитники учелинцев удар заблокировали, отправив мяч на угловой. Ну а буквально через минуту сработало правило «не забиваешь ты, забивают тебе». Иван Дранников удачно сыграл на перехвате и отпасовал на Константина Подкорытова, который в свою очередь сделал передачу на Алана Алборова. Полузащитник учелинцев быстро сориентировался и точным пасом вывел Максима Токарева на рандеву с Гильерми. Вот он, самый долгожданный гол для всего учелинского футбола. Оставшиеся полчаса прошли в яростных атаках «Локомотива». Хозяева практически всей команды сели к своим воротам, но с многочисленными навесами в штрафную и опасными атаками учелинцы справились. В концовке матча Юрий Семин выпустил третьего номинального форварда Александра Минченкова, а затем отправил вперед центрального защитника Марко Башу. Горняк выстоял и заставил заговорить о себе в самых высоких тонах. В принципе, Горняк хорошо играл и заслужил победу. У них были и в первом тайме 2-3 хороших момента, и в втором забили, и мы не могли справлять счет. Локомотив, понятно, был мастеровитый, техничный, но мы выиграли на эмоциях за счет болельщиков. Конечно, как говорится, ружье стреляет однажды, но оно уже выстрелено дважды.
Урал, Локомотив. Дай бог, мы Аланию еще пройдем. Ну, большое спасибо болельщикам. Ну, Локомотив — это, понятно, элита нашего футбола. Но сегодня, может, они не достроились. Или просто мы сегодня были хороши. За счет этого, я думаю, и выиграли. На послематчевой пресс-конференции был полный аншлаг. Даже яблоку негде было упасть. Главные тренеры пришли для общения с прессой в разном расположении духа. Анатолий Коробочка улыбался и легко общался с представителями СМИ, а Юрий Семин ограничился небольшим комментарием по матчу. То, что касается нас, я очень сильно разочарован и в результате, и в игре. Мы пытались немножко состав, который прошлый играл, немножко разбавить молодыми футболистами, те, которые до этого были в резерве. Но по результату у нас не получилось. И, на мой взгляд, это была грубая ошибка. Наверное, нужно было играть теми, кто выиграл предыдущую. После своей краткой речи Юрий Павлович хотел удалиться, но его остановил президент «Горняка» Ильяс Ахметович Абдрахманов. Он рассказал представителям СМИ о будущем сотрудничестве между Учелинским клубом и железнодорожниками. Мы с Юрием Павловичем договорились, дальше будем сотрудничать. Значит, вот уже с 1 августа мы договорились с Юрием Павловичем. 2 наших мальчишек, которым 12 лет, мы отправляем к ним в школу-интернат, там посмотрят они. А потом в последующем будем сотрудничать. Мы нашли взаимопонимание. Я надеюсь, Локомотив и Горняк будут дальше двигаться. Вам успехов. Когда Юрий Семин удалился, президент клуба раскрыл еще одну тайну, предшествующую сенсационной победе «Горняка». За день до игры команда вместе с тренерским штабом отправилась на необычную экскурсию в шахту Учелинского подземного рудника и спустилась на глубину около 400 метров. Футболисты ознакомились с условиями, в которых трудятся горняки. Вчера все наши футболисты, 2 команды спустились в 2 наши шахты. Это была обыкновенная духовная, моральная подготовка к игре. Люди, которые играют на поле 90 минут, мы говорим, не играют, а работают. Они должны работать так же, как шахтеры работают на глубине 640-550 метров. Они около 2 часов побывали в шахте, посмотрели, как наши горняки работают. Я подтверждаю это, сам ходил. Анатолий во главе с Анатолием Васильевичем. И оттуда вышли, я уже видел их другими. У них глаза были совершенно другие. Они были готовы биться. К сожалению, участие в матче со своей бывшей командой не принял главный бомбардир «Шахтеров» Сергей Овчинников. Он получил небольшую травму, и Анатолий Коробочка решил его приберечь. Хотя желание Сергея было огромным. Конечно, он так он хотел сегодня сыграть против команды. Да, и он со слезами на глазах, он так, знаете, он пришел, говорит, ну, когда уже сегодня уже, он говорит, может быть, я все-таки это разбил, я говорю, Сереж, ну, не тренировавшись 3 недели, это сложно, ну, жалко, конечно, парня, он, как говорится, привез «Локомотив» сюда. Но я думаю, что мы его не забудем во всех отношениях. Победа, она на всех. Вот так бесславно для себя приезжал в Учелы московский «Локомотив». Но наверняка земля башкирского Зауралья запомнится железнодорожникам на всю жизнь. Ведь организацией матча и его проведением остались довольны все игроки московского клуба. Нет, все на высшем уровне. Я впервые вижу, чтобы в провинции мало где такие места есть, такие как здесь. Ну, все хорошо, нас тепло приняли, им благодарен за это. И еще раз говорю, спасибо хозяевам и удачи дальше в Кубке. В следующем раунде Кубка России учелинцам предстоит встреча с менее звездной, но от этого не менее крепкой дружиной премьер-лиги – Владикавказской Алании. Как то будет на этот раз, покажет игра, которая состоится 23 сентября в столице Северной Осетии.